Как улучшить доступную среду для людей с ограниченными возможностями? Этому вопросу отдельный разговор посвятили парламентарии, общественники и сами представители обществ инвалидов. Единое мнение: все социальные объекты для такой категории граждан должны быть беспрепятственными. К примеру, в этом году в 11 медучреждениях установлены пандусы, оборудованы входные группы и санитарно-гигиенические комнаты. Приобретено специализированное оборудование. В рамках госпрограммы «Доступная среда» в следующем году соответствующим оборудованием обеспечат еще 6 поликлиник. У нас людей, имеющих инвалидность, порядка 70 тысяч человек. Из них 3326 человек – это дети. То есть достаточно большая категория граждан, которая нуждается в поддержке постоянно. Ну а дальше больше возникают вопросы, связанные с доступностью среды. Ну вот сколько у нас в Сыктывкаре объектов, которые сегодня уже имеют пандусы, и заехать на первый этаж можно. Человек, имеющий инвалидность, попадает на первый этаж. А дальше что? Лифта нет и лестницы. То есть возникает вопрос, мы доступность эту повышаем, ее качество дальше-то какое? Надо отметить, на соцподдержку людей с инвалидностью из бюджета региона направлено более 160 миллионов рублей. В основном средства идут на компенсацию расходов по оплате жилого помещения. До конца года на эти цели республика выделит дополнительно еще 100 миллионов